На Абаза ТВ время новостей, в студии Рустам Зантария. Здравствуйте, сегодня в выпуске. День в истории Абхазии. 34 года назад Владислав Ардзинба был избран председателем Верховного Совета страны. Основанная на абхазской мифологии, на сцене Абхазского драмтеатра прошла генеральная репетиция новогодней премьеры сказки «Мирия». У истоков гражданского общества Абхазии, общественной организации «Центр гуманитарных программ» 30 лет. Начнем с печальной вести. На 89-м году ушел из жизни народный артист Абхазии, актер и режиссер, кавалер ордена Акзапша второй степени Шалва Гицба. Шалва Чифович Гицба долгие годы был одним из ведущих актеров Абхазского государственного драмтеатра. Актер театра был организатором и руководителем драм-кружка при Дворце культуры, работников торговли и потребкооперации в Сухуми. За 12 лет существования коллектив поставил множество спектаклей и показал их почти во всех районах Абхазии. А в 1985 году коллективу было присвоено звание «Абхазский народный театр». В послевоенные годы с 1998 по 2007 Шалва Гицба возглавлял Тхварчалский театр комедии имени Шараха Пачалия в качестве директора и художественного руководителя. Шалва Гицба снимался в фильмах «Время счастливых находок», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «У самого Черного моря», «В ночь на новолуние», «Колокол священной кузни», «Созвездие Козлатура», «Колчаруки», «Да поможет нам Бог», «Абхазская сказка». С 2014 года режиссер Абхазского государственного молодежного театра. В связи с кончиной советского и абхазского актера, бывшего директора и художественного руководителя Тхварчалского государственного театра имени комедии имени Шараха Пачалия, режиссера Абхазского государственного молодежного театра, народного артиста Абхазской ССР, кавалера ордена Акзапша второй степени Шалвы Гицба, исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о создании Государственной комиссии по организации похорон. Возглавляет комиссию ИО министра культуры Динара Смар. 24 декабря в селе Кутола Чумчирского района простились с ветераном Отечественной войны народа Абхазии, депутатом Народного собрания 7-го созыва, успешным предпринимателем и благотворителем Вахтангом Гуладзе. К великому сожалению, мы потеряли очень достойного сына нашей страны, а мы потеряли друга нашего, человека, на которого всегда можно было опираться. Там, понимаете, когда ты живешь в таком обществе, как у нас, когда у нас очень крупное, известное село, и все, знаете, как бы и в районе, и в селе как-то в какой-то степени иногда ориентировались и надеялись на него. Знаете, как бы такая всегда поддержка, которую вы как бы незримо все время чувствуете. И это такой очень, как вам сказать, моральный такой удар. Это очень морально. И тем более, понимаете, я вообще считал, что молодежь должна видеть, что именно такие люди могут быть в парламенте, в управлении государством, самодостаточные, честные, порядочные. И я так и думал, но, как оказалось, видите, судьба, к сожалению, оказалась неблагосклонна к нам, ко всем, ну а к нему вообще. Да, об этом сегодня очень тяжело говорить, очень тяжело. Так и случилось то, что не должно было случиться. Случилась трагедия, самая настоящая трагедия, когда человек практически пострадал опять за своих миролюбивых действий, который хотел остановить этот конфликт, который практически разродился там, как вам все уже известно. Большую утрату понесли не только семья, и все общество, которое его окружало, и все его друзья, которые, и мы в том числе, и я в том числе. Я потерял хорошего, надежного, сильного своего друга, которому мне было интересно жить, интересно общаться, интересно просто совершать те поступки, которым он давал оценку. Ведь сегодня дефицит и проблема, когда человеческому труду нет правильной оценки его действиям, и труду, и вообще любым действиям, которые есть, если общество дает правильную оценку, это стимулирует следующий поступок такого же действия. Да? И невзирая на что, и правильность, неправильность, мы всегда друг друга в этом поддерживали. Ляка, Аяша, Ауцет, Вахтанг Владимирович, ты правильно сделал, это есть, может, я что-то не доделал кому-то, Ляка, и Улшус, Ауцет. И это самый предел того, что возможно есть. И он делал зачастую невозможное.
Напомним, 19 декабря примерно в 13:10 в парламенте в ходе заседания комиссии по экономической политике, реформам и информационным технологиям, на котором обсуждался законопроект о запрете на осуществление использования оборудования по добыче майнинга криптовалют, произошел конфликт между депутатами Каном Кварчи и Адгуром Харази. Харази, из имевшегося при себе огнестрельного оружия, произвел несколько выстрелов. Депутат Вахтанг Гуланзе получил огнестрельное ранение в левую боковую поверхность грудной клетки. От полученных ранений Гуланзе скончался. Депутат Кан Кварчи получил сквозное огнестрельное ранение мягких тканей головы и сквозное внутрисуставное огнестрельное ранение левого плеча. 21 декабря депутаты парламента проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности Адгура Харази. Правоохранители сообщают, во второй половине дня 24 декабря неизвестные произвели выстрелы из проезжавшего автомобиля «Мазда» по дому депутата парламента Адгура Харази на улице Джону. Как сообщили Апснепресс в МВД, на месте работала оперативно-следственная группа УВД по городу Сухум. Временно был перекрыт проезд к дому. Неизвестный с пассажирского сидения автомобиля произвел не менее 25 выстрелов из автомата Калашникова по дому депутата Адгура Харази, сообщила пресс-служба МВД. На месте происшествия изъято 21 гильза калибра 5,45. Повреждены ворота дома, фасад, входная дверь и окна. Проводятся следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания лиц, совершивших преступления, а также иных причастных лиц. Официальная хроника. Исполняющая обязанности президента Республики Абхазия Бадра Гунба в целях усиления мер по борьбе с потреблением электроэнергии для осуществления деятельности по добыче криптовалюты поручил создать на базе Министерства внутренних дел Республики структурное подразделение по борьбе с деятельностью по добыче криптовалюты, разработать для принятия в установленном порядке нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность такого структурного подразделения, создание структурного подразделения осуществить в пределах численности работников аппарата Министерства внутренних дел Республики Абхазия, установленного нормативным правовым актом. Майнинг запретили в 10 регионах России до 2031 года. Запрет начнет действовать с 2025 в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства. Потребление электричества майнерами в России в 2023 году достигло 1,5 гигаватт. Минэнерго прогнозирует рост до 5-6 гигаватт. В Абхазии с 2018 года действовали временные ограничения на добычу криптовалюты. С 2020 запрет на ввоз оборудования для майнинга. Майнинг – одна из основных причин энергокризиса в стране. Годовой дефицит электроэнергии в Абхазии составляет 700-750 миллионов киловатт-час. На майнинг приходится около 613 миллионов киловатт-час дефицита. В прямом эфире программы «Что это значит» на РБК лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзимба поблагодарил руководство России за предоставление социального перетока электроэнергии Абхазии. Кроме того, он подчеркнул, что энергетический кризис в республике сформировался из-за непродуманных действий экс-правительства, которое еще в 2020-м легализовало майнинг. Судя по полемике в соцсетях, абхазское общество неоднозначно восприняло вот эту, как акцентируется официально, да, гуманитарную помощь из России и ожидает, что будет что-то потребовано взамен. Это так? Это не совсем так. Во-первых, я бы хотел внести уточнение. Соцсети — это понятная история, когда люди под разными именами могут формировать определенное мнение, и не всегда удается отследить, кто эти люди, происхождение этих людей. На самом деле в Абхазии с большой благодарностью относятся к тому шагу, очередному шагу, который сделала Россия. И лично в отношении президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина абхазского народа большая благодарность, потому что в Абхазии хорошо помнят те времена до того момента, пока Владимир Владимирович Путин пришел во власть, и с его приходом отношения Абхазии и России динамично развиваются. Поэтому в Абхазии, еще раз повторюсь, очень с большой теплотой
и благодарностью относятся к этому жесту доброй воли. Откуда же такие сообщения в таком случае, Адгур Амиранович? Ну, мы с вами должны понимать, что мы находимся сегодня в сложный период времени, проживаем, когда идет глобальное противостояние. Конечно, нельзя исключать и то, что есть и провокации со стороны Грузии, со стороны Украины, со стороны разных заинтересованных лиц, которые пытаются поссорить наши народы. Это имеет место быть, к сожалению. Особенно в информационном пространстве, в социальных сетях, там, где у них есть больше возможностей, чем у нас, в том числе в плане регулирования. Адгур Амиранович, какие-то другие варианты, кроме вот гуманитарной помощи со стороны России, были? На данный момент нет, потому что вообще, вот, если говорить о том, что происходило в последние годы, нужно понимать, что данная ситуация сформировалась вследствие непродуманных и последовательных действий правительства, которое еще в 2020 году своим решением легализовало майнинг. Таким образом, потребление в республике, потребление электроэнергии увеличилось на 30%. Вот для сравнения, если брать 2019 год, общий объем потребления в республике составлял 2 миллиарда 063 миллиона киловатт-часов. Уже после 2020 года, в 2021 году, как только правительство легализовало майнинг, рост потребления составил 900 миллионов киловатт-часов. То есть резкий скачок на 30%. Нужно еще отметить, что это решение принималось в тот период, когда уже был дефицит электроэнергии порядка 10-11%. Соответственно, на сегодняшний момент, с учетом такого роста потребления, дефицит электроэнергии в республике составляет больше 30%. Соответственно, не имея других источников питания, а у нас единственный источник питания — это Ингургэс, гидроэлектростанция, которая питает Республику Абхазия. Общий объем выработки, направляемой в Республику Абхазия, в среднем составляет до 2 миллиардов киловатт-часов, от 1 миллиарда 800 до 1 миллиарда 960. Да. Делать-то теперь что? Как можно вот сейчас эту проблему решать Абхазии? Когда цифры, вот, ну, вы приводите там, да, по киловаттам в час, давайте мы приведем более понятную, наверное, для людей цифру, которую глава Ингурской ГЭС приводил. Абхазия с населением менее 250 тысяч человек потребляет электроэнергии столько же, сколько 1,5-миллионный Тбилиси. Ну, это же парадокс, действительно. Что ситуацию сейчас эту может изменить? Сейчас правительством предпринимаются серьезные шаги по борьбе с майнингом. И, кстати, вот полученная гуманитарная помощь в виде объема электроэнергии никого не должна, скажем так, расслаблять. Борьба с нерациональным потреблением, а в первую очередь с майнингом, будет продолжена с удвоенной силой, потому как мы понимаем, что Россия сама находится в сложной ситуации, и бесконечно просить помощи у Российской Федерации — это неправильно. Россия не оставит народа Абхазии без поддержки. В ТАСС прошла пресс-конференция на тему «Россия 2025-2045. Внешние контуры развития в новых геополитических реалиях». В своем выступлении эксперт Комитета Государственной Думы России, президент Академии внешних отношений и общественной дипломатии Алексей Казак рассказал о своей недавней поездке в Абхазию и высказал слова поддержки абхазскому народу, подчеркнув, что в Абхазии Россию очень любят. Я вот недавно был в Абхазии и хочу сказать, что там очень любят Россию, и Россия ниоткуда никогда не собирается уходить. Мы все свои обещания будем держать, поэтому все будет хорошо. Сложные времена бывают, но я думаю, что все преодолеем, и народ Абхазии, где большинство наших граждан, кстати, живут, мы их не оставим, будем дружить, поддерживать. И вперед, Россия! Большое.
День в истории Абхазии. 34 года назад, 24 декабря 1990 года, Владислав Арзымба был избран председателем Верховного Совета Абхазии. Национально-освободительная борьба абхазского народа переживала свой пик. В состав Верховного Совета входило более 100 депутатов. Вопрос об их избрании сначала принимался в ЦК Компартии Грузии, и только после этого проходили выборы в Сухуми. Владислав Арзымба пришел в политику в конце 80-х годов, обладал политическим авторитетом как в республике, так и за ее пределами. После избрания Владислава Арзымба был принят закон о выборах, в котором количество абхазских и грузинских депутатов в парламенте стало равным. С этого момента борьба народа Абхазии за суверенитет приняла парламентские формы и методы. Об этом ответственном периоде жизни Владислава Арзымба вспоминает в интервью из архива Абаза ТВ премьер-министр, генеральный прокурор республики, правовед и дипломат Анри Джиргения. Он хорошо понимал, в какое пекло он идет. И как он хорошо понимал, что от спокойной жизни кабинетного ученого переходит в большую политику. Он это очень хорошо понимал. И вот он говорит, ну что делать? Он обращался, старик, ну как нам быть? Я говорю, Владислав, ну а кто? Ну, если честно сказать, да, я знал его как ученого крупного. Каким он станет политиком, я тоже не знал. И я ему сказал, как, то ли в шутку, то ли не знаю как. Я говорю, знаешь, как бы у нас не получилось, что мы потеряем крупного ученого и получим плохого политика. Но он, у него это тоже как вроде присказки была, он так засмеялся, говорит, мы псковские, мы прорвемся. Вот. Он был уверен. Но он уже зрелым человеком был. Сознательно шел и понимал, на что он идет. Что он идет, потому что он понимал, что ситуация может осложниться. Вот 91 год это был годом особой, что ли, активности, деятельности Владислава. Особой активности. Потому что вот в 91 году началась политика правовое разбежевание между Грузией и Абхазией. Владислав Григорьевич вот на тот момент, когда он выступал, да, был единственным человеком из нас, абхазцев, ну, из руководителей, если так можно сказать, который мог на себя взять ответственность, на себя взять ответственность, призвать или поднять народ на борьбу, возглавить его в качестве верховного главнокомандующего, и превратившись из совершенно штатского ученого в военного человека, привести нас к победе. Он был единственный. И немаловажным или одним из главных моментов вот этого всего было то, что народ верил в Владислава. Он уже был признанным лидером, и народ считал, что Владислав может все. И он верил в свой народ. Полное интервью Анри Джиргения из архива Абаза ТВ смотрите после выпуска новостей. Общественной организации «Центр гуманитарных программ» 30 лет. ЦГП был зарегистрирован Минюстом Абхазии 24 декабря 1994 года. Центр гуманитарных программ – одна из старейших гражданских организаций Абхазии, был организован вскоре после войны. Его первоначальной целью была организация медицинской и психологической помощи пострадавшим – ветеранам, детям, женщинам. По сей день он оказывает бесплатную психологическую поддержку людям, нуждающимся в помощи. Первые программы ЦГП дали толчок к созданию таких организаций, как Ассоциация инвасодействия, АИС, Сухумский дом юношества и некоторых других. В послужном списке ЦГП и приемная психологической поддержки, впервые созданная служба «Телефон доверия» для женщин и подростков, затем и для заключенных, и создание ресурсного центра при поддержке инициативных групп и молодых организаций в области благотворительности и предпринимательства. В центре уже много лет ведется многосторонняя работа в области соблюдения прав человека. Когда мы какие-то вот идеи обсуждали на конференциях, там вот этих всех, мы потом это
когда возвращались, обсуждали всегда это, если не напрямую с президентами, то, по крайней мере, с министрами иностранных дел. То есть сказать, что вот это все было абсолютно вот, как бы непонятно что, но это неправда. Это мы всегда это все согласовали до недавнего времени, когда как бы вообще всякая коммуникация с Министерством иностранных дел прекратилась. Кстати говоря, у нас несколько лет тому назад была попытка обсудить концепцию внешней политики Абхазии. Там было понятие многоуровневая дипломатия. И тогда такой шум вокруг этого подняли, почему должно было вызвать такую критику, для меня это действительно странно. Это так сказать, явление, которое, и такой инструмент, который во всех конфликтах и во всех переговорных процессах было. То, что невозможно сделать на уровне официальной дипломатии, обсуждалось или обкатывалось на уровне неофициальной дипломатии. Нам казалось, что мы можем убедить и грузинское, так сказать, экспертное сообщество, представителей там, авторитетных гражданского общества и так далее, что как-то приблизить к тому, чтобы признать то, что Абхазия состоялась как самостоятельное государство, и признать политическую независимость. Но этого не произошло. И был момент, когда нам казалось, что вообще все это, наверное, безрезультатно. Но я лично с этим не согласна. Мы знаем, что вот такого диалога содержательного, глубокого не было между армянским и азербайджанским обществами. Мы знаем, как трагически развивается ситуация уже в каком сейчас положении, допустим, проблема Карабаха. Да? Вот. Мы знаем, что когда гилаевцы вошли, да, на территорию Абхазии, то наши коллеги подняли очень большую кампанию против этого. И огромное письмо, там 70 человек, очень видных и ученых, и политиков, дипломатов подписали с обращением к своим властям в парламент, с тем, чтобы они эту авантюру прекратили. То есть они подняли такое неприятие этой авантюры в обществе. Мне кажется, что само существование диалога и то, что он не прерывается, это уже тоже результат. И когда я переходил границы любой страны, я погружался в их боль. Я очень переживал. И к концу, через 5-6 лет, я вдруг понял, что мы являемся тоже частью вот такого несовершенства мира, где люди все-таки решают свои дела, то есть не находят время на переговоры длительные. Лучше длительный мир, чем короткая война, которая все-таки к миру не приводит. Абхазы, мы маленький народ и мобильный, мы очень легко делимся информацией о том, что есть. Есть шанс выработать какую-то свою повестку, на которой будут соизмеримы и для меня, и для тебя, и для всех и ценности, и мотивации, и то, куда мы идем. О работе ЦГП, его становлении и роли для нашей страны говорит ученый-лингвист, политический деятель, доктор филологических наук, академик, экс-министр иностранных дел, директор Центра стратегических исследований при президенте Вячеслав Чирикба. Молодежь тогда объединилась и стала решать какие-то вопросы, которые были важны для общества. Это касалось и психологической помощи в послевоенное время, и других инициатив, которые были полезны. Потом уже и в области абхазского языка, культуры были инициативы. Кроме того, ЦГП сплотил интеллектуальный цвет народа Абхазии. Там работали и работают сейчас блестящие наши интеллектуалы, наши ученые, подвижники, герои войны. Славная работа у них и славный юбилей. Они могут быть довольны своей работой, которая оказала помощь в развитии нашего общества. Хочу пожелать им здоровья и дальнейших успехов на этом важном поприще помощи народу, отдельным его представителям. Конец цитаты. Создавали ЦГП в самое сложное для страны послевоенное время, прежде всего для оказания практической помощи людям, пережившим войну. И в первую очередь это касалось психологической и медицинской помощи. Вспоминает об этом заслуженный журналист Абхазии, председатель Союза журналистов, генеральный директор телеканала Абаза ТВ Руслан Хашик, говоря о работе организации по продвижению позиции Абхазии на международных площадках в послевоенный период.
Я вспоминаю, как они выходили на международные организации. К нашему счастью, в неправительственном секторе за рубежом нашлись люди, которые заинтересовались абхазской позицией и начали интересоваться точкой зрения представителей абхазского гражданского общества. Им, конечно, было интересно, есть ли разночтения или разные подходы понимания между официальными представителями и абхазских властей, и гражданского общества. И все чувствовали, что в оценке, в видении и продвижении решения абхазской проблемы в отстаивании национальных интересов было единство. И с этими людьми на разных площадках начали встречаться. Я не могу их отделить от всех наших побед во внешнеполитическом направлении. Они очень много заложили, чтобы нас лучше понимали во всем мире, сказал Хашек. Люди и даты. 24 декабря 1899 года родился собиратель абхазской музыкальной фольклористики, заслуженный деятель искусства Абхазии Константин Ковач. Он был автором первых в истории республики нотных изданий и сборников народных песен. В 1925 году 26-летний Ковач приехал в Абхазию преподавать музыку в горской школе и быть дирижером городского оркестра. Он ездил по селам, собирал народные песни, музыкальный фольклор. И Нестор Лакоба сдружился с Ковачем. В 1930 году родилась идея создания первого музыкально-образовательного учреждения в Абхазии – Сухумского музучилища. На сцене Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба готовится к новогодней премьере. Сказка «Мирия», основанная на абхазской мифологии, обещает стать главным событием праздничного сезона. Заур Кварчия побывал на генеральной репетиции спектакля и узнал, чем постановка удивит зрителей. Действие спектакля разворачивается сразу в двух мирах – реальном и сказочном. Дед Мороз пропадает, и его исчезновение угрожает Новому году. Чтобы спасти праздник, герои и дети отправляются в параллельную вселенную, где встречаются с персонажами абхазской мифологии. Автором пьесы выступила сценарист Занда Какалия, а режиссер Тимур Квиквискири вложил в постановку современные элементы, переплетенные с традициями. По его словам, сказка адресована не только детям, но и взрослым. Пьеса очень с добрым, правильным посылом. Вот, семейные ценности, общечеловеческие ценности, все это будет в этой пьесе. И это, я считаю, сейчас очень необходимо в наше тяжелое время для наших подрастающих поколений. Это пьеса авторская, безусловно, и за основу взята абхазская мифология, все персонажи взяты из абхазской мифологии. Всякие духи ветра, духи леса и так далее. Ну, я думаю, будет интересно. Замечательные костюмы, замечательные декорации, свет, музыка. Все было сделано специально для этой пьесы. Как бы она, естественно, впервые, возможно, когда-нибудь вдруг станет в репертуар театра. Посмотрим, как она понравится детям. Вот завтра, например, и буквально еще, если не ошибаюсь, 10 дней будет идти в театре. Поэтому всех родителей приглашаю вместе с детьми посмотреть этот замечательный спектакль. В спектакле задействовано 8 актеров абхазского театра и 3 приглашенных. Одним из самых ярких персонажей постановки стал герой Михаила Цкуа Ацан, маленький человек из абхазской мифологии. Он помогает юным героям преодолевать трудности на их пути. Цкуа – бывший участник Абхазской лиги КВН и шоумен. Это его первая роль на театральной сцене. Специфика самого спектакля – это сказка. Сказка такая добрая, новогодняя, интересная, которая несет глубокий посыл, смысл. Автор Занда Какалия, автор сценария. Она вложила действительно душу в этот спектакль, в эту пьесу. Мы постараемся воссоздать все ее мысли так, чтобы они были доступны для всех, для детей и для взрослых, я бы сказал, потому что, я думаю, взрослые тоже найдут очень много чего интересного в этом спектакле для себя. Премьера сказки «Мирия» состоится уже 25 декабря. Постановка обещает подарить зрителям не только праздничное настроение, но и глубокие эмоции. Театр приглашает всех, кто хочет отправиться в удивительное путешествие между мирами и прикоснуться к магии абхазской мифологии. Этот спектакль станет настоящим подарком для всей семьи в преддверии Нового года.
Заур Кварча, Торника Миджба, Абаза ТВ. Кроме того, 27, 28 и 29 декабря в 12:00 и 15:00 в Русдраме пройдет премьера детского спектакля «12 месяцев» режиссера Джамбула Жордания. 25 декабря в 19:00 открытие главной елки страны на площади Свободы в Сухуме. И 25 декабря в 17:00 новогодний праздник на площади Пицунского храма. 27 декабря в 16:00 новогодняя ярмарка в парке имени Ленина в Гудауте. Сейчас о погоде. В среду 25 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, атмосферное давление повышенное, нестабильное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 6 до 11, днем от 13 до 18 градусов. Температура морской воды 12 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное, относительная влажность воздуха от 50 до 70%. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире.